Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Я сейчас по-быстренькому немножко буду снимать. Вчера сняла, как меня поздравляли, это я поставлю чуть-чуть попозже, наверное. Только что приехала с рынка. Читаю в комментариях, в принципе, еще почти ничего не читала, не заходила. Сообщения присылают, девочки, уже говорят, соскучились, почему вас нет. Я обещалась 3-4 дня тому назад, что постараюсь каждый день снимать, но, к сожалению, обстоятельства такие, что я, сами знаете, я уже, нет, я уже получится. Я даже не знаю, когда я вставлю этот кусочек, где мне меринговый рулет, я вам показываю. Скорее всего, после этих моих слов, наверное, как покажу то, что я сегодня купила. Так получилось, что у меня, после того, как я вам последний раз сняла, ролик выпустила, у меня скоропостижно умер двоюродный брат. Я была там на похоронах, потом мне было, я не знаю, почему-то сильно подскочило давление, давно у меня оно не подскакивало, и я в сутки практически была никакая. Давление, конечно, мы понизили, выпив таблетку, все нормально, но вот потом было состояние какое-то муторное. По-любому, чтобы мы не говорили, терять родных тоже трудно, и думки какие-то, и вот как-то так. Сегодня у меня заказ, мне его надо выполнить. Я уже с утра поехала на рынок с сыном, закупку какую-то сделала. Еще до того, как быть на рынке, сейчас просто опущу на камеру, покажу, чем занялась. Потому что встала рано, как обычно, к 5 часам. Почистила, сейчас я отпущу камеру. Ой, Дима, выдержка сядется. Ну, память не маме. А поздравляю вручаться. Не дал за я погладила. Я почему-то. Так, вот. С утра уже успела капусту пробланшировать, сколько у меня был только один качан. Почистила лук для этого. И съездила на рынок, купила болгарский перец, яйцо, как видно, по-моему, да, растительное масло, сыр моцарелла. Все, конечно, очень дорого. Сливочное масло такое купила, сыр такой купила голландский, бананы. Зелень сегодня, как ни странно, была очень дешевая, почти как летом даже. Вот таких вот 3 пучка на 100 рублей набрала зелени, потому что всегда бывает нужна. Яйцо лоток 250 рублей стоил. Болгарский перец стоил 250 тоже, это у меня заказ. У меня сегодня заказ 40 голубцов, 40 котлет, 40 тефтелек и 20 перчиков в духовке нужно запечь. Так вот, на полу у меня капуста, морковь, свекла. Купила капусту и для засолки себе. Так, сразу же вот бланширую капусту уже, варится рис у меня. Посуды вон гора, которую нужно помыть. Утром позавтракали, уехали быстро, собрала. Сейчас все буду делать потихонечку. К 2 часам дня, вообще-то к 3, но постараюсь к 2. Нужно мне отдать заказ. Бананы 120 рублей килограмм купила. Все, друзья. И еще купила мешок муки и 10-килограммовый мешок сахара. И потратила так 2 700 и 2 600. Ну вот, мои дорогие, потихонечку я подготовку для себя сделала. Еще капуста у меня бланшируется. Теперь я буду готовить эту капусту. Срезать кочерыжечки. Вот так вот к вам буду подключаться понемножечку. Так. Я не знаю, я как всегда, по старинке. Не люблю я, эту микроволновку, не люблю замораживать. Мне не понравилось, я замораживала капусту. Замораживала не специально, она у меня замерзла на улице. Мне не понравилось. Так. Поэтому лучше я уж буду бланшировать. Раз, два,
3, 4, 5. Так, у меня там вопросы кое-какие есть, может быть, сейчас поотвечаю. Спрашивают, буду ли я сажать огород. Ну, скорее всего, буду, но не в таком объеме, как обычно. Так, понемножечку. Потому что что-то я в последнее время не дружу с этим огородом. Может быть, дать ему отдохнуть от меня и мне от него. Хотя я очень люблю, конечно, огород, но в последнее время он у меня не очень-то клеится, я не знаю, или из-за того, что у меня слишком много дел, и я вовремя не успеваю что-то делать. Или земля выдохлась. Надо было, наверное, какие-то сидираты посеять или еще что. Но на все у меня просто катастрофически не хватает времени. Но цыплят, наверное, я куплю. Сама выводить не буду. У меня инкубатор сломался. Мне его так и не сделали. Покупать новый я не хочу. Много разводить птицу, как раньше, тоже не буду. Просто для себя, как сейчас. И все. Так, посчитала, а теперь снова забыла. Пока разговаривала и не считала. Ну, ладно. Считаю потом. Я считала, потому что мне нужно 40 голубцов. Так, перчик, как видите, я почистила. Его я буду запекать. Перец стоил 250 рублей килограмм. Не знаю, говорила или нет. Капуста, правда, недорогая. 20 рублей всего. А морковь стоила 40 рублей. Овощи-то там, в принципе, не очень дорогие. Ну вот, молочка дорогая. Девочки, конечно, хотели, чтобы я на день рождения, чтобы мы все собрались, посидели. Но, сами понимаете, не до этого было. Как раз мой день рождения и не в мой день рождения, а перед моим днем рождения, 25-го, он умер. Чем старше становишься, и не хочется, в принципе, отмечать дни рождения. Ну, как отмечать? У нас и нет этого отмечания. Просто всегда на каждый день рождения кого-то готовим что-то немножко. Посидим и все. Ну, девочки, конечно, обязательно чего-то дарят. Так, мои девчонки тоже из моей группы, из группы подписчиц. Там мне сделали сюрприз, но я до него еще не дошла. Они мне в магазине сертификат оставили. Мне позвонили с магазина, сказали, но я не знала от кого, если честно. Потом девчонки об этом сказали, но у меня не получилось туда поехать. На второй день у меня подскочило давление, опять я не смогла поехать. Вчера был выходной. Вот сегодня после обеда поеду, наверное, и посмотрим, что там мои девчонки мне подарили. Конечно, я очень просила, чтобы они... Девчонки — это мои подруги, подписчицы. Чтобы они не тратились, но их же не остановишь. Еще хочу капусту. Так, ну все, пока отключусь. Ну вот, друзья, приготовила я фарш. Тут у меня 3 килограмма мяса, 6 луковиц, ну средние их луковицы, по 2 луковицы добавила. Вот такие вот луковицы. 6 луковиц, ну такой стакан. Сейчас, к сожалению, он у меня там в мойке совсем под посудой. Ну, где-то по 120, по 130 в сухом виде риса. Сначала в сухом виде отвариваю до полуготовности на зубок. Значит, 3 таких стакана риса,
3 чайные ложки с горкой соли и чуть-чуть добавила еще, мне показалось пресноватым немножечко. Черный перец, красный перец по вашему усмотрению. И будем заворачивать. Я хочу взвешивать каждый, чтобы было одинаково. Вот, примерно, да? Вот. Сейчас посмотрим. Вот 80 грамм хватит. По 80 грамм в один голубец мяса. И все. А, еще добавила 3 яйца. Ну, конечно, не надо, не обязательно в голубцы и перчики яйцо. Но у меня же еще и тефтели, я не стала отдельно разделять их, поэтому добавила сразу сюда. Так, еще там бланшируется капуста. Ну, наверное, мне хватит, просто это оставшееся бланшируется. Так, хотелось бы, конечно, чтобы они были одинаковые. Чтобы когда поставишь на стол, они были красивые и одинаковой формы. Ну и вот так вот налеплю остальные. Танзила всегда удивляется, когда я взвешиваю. Она делает на глаз. Я люблю взвешивать. Весь рынок обходила, чтобы купить такую, ну, более для голубцов подходящую капусту. Но нежнее капусты просто больше не было. Очень хороший продавец мне попалась. Она прям у нее не оказалась хорошей. Побежала к сыну. У сына там выбрала. Но сами знаете, что зимой, в принципе, такую нежную капусту и не найти. На засолку хорошая. Кто-то в голубцах не очень любит капусту много, чтобы было. А теперь я приступила к лепке тефтелек. Вот, одна тефтелька у меня получается 100 грамм. Вот, и голубцов я налепила где-то 40 с лишним штук, точно не помню, то ли 42, то ли 43. Ну и вот так вот. Еще тефтельки. Они у меня в готовом виде, друзья. Мне их нужно еще отварить. Поэтому пока просто сделаю подготовку. Это заказ я уточнила. Потому что она заказывала уже дня 4-5 тому назад. Переспросила ее, в силе ли заказ. Сказала да. Потому что вдруг что не бывает, да, вот резко что-то случается, вдруг не надо. У меня пропадет же все. Разные же бывают ситуации, как у меня, например, когда я узнала, что у меня умер брат, я готовила тоже на заказ пельмени, манты и обещала утром их отдать. И вы не поверите, я приехала в первую ночь в 12 часов ночи, и до 3 часов я все-таки доделывала заказ, потому что уже было сказано, что я сделаю, что утром будет. И, конечно, подводить своих клиентов я не смогла. Поэтому как-то так, друзья. Смотрю свою подругу Зинаиду Копьеву. Она у нас с мужем отдыхает в Таиланде. Умница такая. Да, конечно, хотелось бы тоже поехать куда-то, отдохнуть. Но первая моя мечта — это поехать, конечно, в хадж. Ну уж как получится. А так вообще очень бы хотела путешествовать, очень бы хотела побывать у всех своих подруг по ютубу. Посмотрим. Может быть, когда-нибудь получится. Мечтать же можно всегда.
Помечтаем. Иногда быстро в точку беру, иногда так надо будет еще фарш сделать. Я думала, мне хватит. Но перчики однозначно придется еще сделать. Да эти в телек вряд ли из них выйдет. Надо будет фарш размораживать. Продолжаю делать свой заказ. Приготовила фарш для котлет. Вот. Не стала снимать. Ой. Так. Сейчас хочу уже поставить голубцы. У меня размораживается фарш. Пока время есть, быстро поставлю обжаривать голубцы. Но не обжаривать, а тушить. Для этого я вот так вот внизу делаю, это можно сказать, такую подложку из моркови и лука. Но когда болгарский перец дешевый летом, то и болгарский перец добавляю. Но сейчас это дорогое удовольствие. Этот перец я немножко пробланшировала, потому что он очень крепкий и долго печется. Можно не бланшировать, но я решила его забланшировать. Быстрее запечется. Так. Это просто для красоты. Можно обычной теркой. Я таких в 2 больших сковородах хочу. Надеюсь, поместятся все. Ну, если не поместятся, еще раз. Время у меня есть, не поджимает. Я все делаю так нормально, спокойно. Посуду за собой сразу же убираю. Так бывает проще потом. Если ты не собираешь посуду, то легче. А то после заказа устаешь. И неохота бывает ее мыть, когда ее много собирается. Мне многие пишут про про посудомоечную машину. Ну, друзья, на этой кухне ее просто не вариант. Некуда мне ее пристраивать. Как закончим ту кухню делать, тогда, может быть, уже и машину купим. Так что вот так вот. Ничего. Посуду можно помыть и руками. Самое главное условие же есть вода, есть горячая, холодная. Заносить воду не надо, выносить воду не надо. А раньше что? Раньше же у нас не было таких условий, как сейчас. Практически ни у кого. Крайне редко у кого были такие условия, что в доме была вода, что в доме были условия, что в доме были санузлы. У нас даже ванн не было в доме. Это все у нас было на улице. И мылись, приходили через двор, приходилось после. И детей также кутать. Это сейчас все, последнее время много условий у всех. Но все равно почему-то жизнь кажется труднее. Времени меньше почему-то. Сколько мы раньше на эту воду, занести воду, помыть посуду в тазиках, поменять эту воду в тазиках несколько раз. Потом вынести, вылить эту воду. В умывальнике надо было заливать воду. А в иной раз бывало так, что не было вообще воды. Приходилось через улицу приносить. И натаскаешь на огромную семью. Особенно если зимой такое случалось. Я застала эти времена.
Было такое в селе у нас. Ну, тогда я жила не в Кантушеве, а в Новом Риданте. И, в принципе, друзья, и не казалось, что это сложно. Конечно, уставали, конечно, но сказать, что прям так сильно казалось, что это сложно, неправда. Так, сейчас я обжарю морковку с луком. Ну вот. Поставила на обжарку в одну сковороду. И еще в такую буду ставить. Но они две здесь не поместятся. Я сейчас сюда положу голубцы и поставлю на улице. А эту большую сюда. Это будет быстрее. Пока я буду готовить остальное, подготавливать себе, делать заготовки, голубцы мои уже сварятся. Значит, тут у меня морковка, лук, вот такая вот подложка. Посолила, поперчила и добавила паприки. Обычно, если я дома делаю такие голубцы для себя, я добавляю еще 1-2 ложки томатной пасты. Но на продажу я томатную пасту не делаю, потому что, в принципе, не знаю, нужно ли им это или нет. Ну, хотя можно спросить, но не буду делать, на стол не надо. Так, друзья, вот нафаршировала перец, пока быстро поставлю в духовку. Чуть-чуть налью водички, а потом уже за 5-10 минут перед приготовлением посыплю сыром и майонезом. Короче, из этих 20 половинок получилось 4 килограмма 300 грамм. Так, ну вот, мои дорогие, заказ я выполнила, вызвала такси, они уже буквально через минуту заказ приняли или через 3 минуты они будут. Обычно, когда у меня готов заказ, они не приезжают. Сегодня, как видите, у меня еще, мне нужно еще их уложить, и снимать хочется. Короче, 40 голубцов, 20 перчиков, 40 котлет и 40 тефтелек я приготовила. К сожалению, не снимала, потому что, ну, не получалось. Потому что, когда лепишь, когда делаешь что-то, руки мыть, потом включать камеру, выключать камеру, бывает неудобно. А чтобы постоянно включенная стояла, у меня столько нет памяти в телефоне. Сейчас я быстренько запакую, друзья, и отправлю заказ. Так, ну вот так вот упаковала, как видите. Это перчики я закрыла. А то машина ждет. Вот так вот котлетки. Вот так вот голубцы. Тефтельки. Ну все.